Сәлеметсіздер достар, менің құрметті достар, мен қазақша үйренемін. Күн сайын емес, бірақ мен қазақша үйренемін әрі қарай. Вот, такое сделал вступление. Что хочу сказать? Я учу казахский язык дальше, как и учил. Сейчас я хотел сказать козыр, да? Опять прохожу опять B1, потом опять B2 и опять все заново. В принципе, ну что такое простое я сказать могу, да? Только надо, конечно, это самое лучшее. Язык завязывается, когда ты действительно с кем-то на казахском разговариваешь. Ну это все дело поправится, все. Дело в том, что у меня была такая стрессовая ситуация. Какое-то время. Многие заметили, что я на канале Контратак ТВ вообще ролики не загружаю, да, потому что Контратак ТВ там вообще закидали полностью жалобами, и ну, там ролики вообще не проходят, да. И поэтому я создал канал Жена Контратак ТВ, где я буду дальше загружать ролики. Но тут произошла такая стрессовая ситуация. Конечно, я бы мог по-другому это все воспринять, но вы знаете, ребята, одно дело, когда тебя пытаются осудить какие-то левые хейтеры, какие-то люди, которых ты не знаешь, а другое дело, когда тебя осуждают твои собственные родственники. Значит, меня осудили кое-какие родственники, которые проживают в Казахстане. Они просто меня неправильно поняли. Дело в том, что им кто-то там показал мои ролики, кто-то им по-своему это все пересказал, кто-то, видимо, там нагнал жуткие ситуации, и они, ну там, короче, мне там, ну как, позвонили некоторые люди, мои родственники, ну и мне высказали, что типа вот я такой плохой подстрекатель, провокатор. Я, значит, с ними связался и с ними разговаривал. Долгие разговоры были, ребята, очень долгие. Пока я это все прояснил. Да, я прояснил ситуацию, но на это ушло время. Я им говорю, ребята, ну вот смотрите, вот допустим, мы люди, которые живем в Германии, мы все учим немецкий язык. Они, ну да, правильно. Мы разговариваем по-немецки. Ну да, правильно. Я говорю, ну так а в чем проблема? И, ну, потом, после разговоров, мне родственники такие, ну да, мы тоже хотим учить казахский язык, все, мы к этому стремимся. Я говорю, так а чем проблема? Ну вот, ты типа такой подстрекатель, ты типа там жути нагнал. И я давай расследовать эту ситуацию, я спрашиваю, но вы сами-то мои ролики смотрели? Нет, кто-то сказал, вот кто-то там, дядя Коля пересказал, то есть дядя Коля какой-то мой ролик посмотрел, живущий в Казахстане, пересказал его дяде Ване, дядя Ваня пересказал его дяде Пете, дядя Петя пересказал его дяде Саше. И потом в итоге этот человек, который меня потом осуждает, ну, допустим, мой родственник, даже не смотрит мои ролики, вообще не смотрит, но ему кто-то говорит, и просто ему говорит, вот смотри, вот этот чувак, понимаете? А там вообще такая ситуация получилась. Одному из моих родственников показали мой ролик и сказали, типа, вот этот чувак. А мой родственник такой стоит и говорит, вы знаете, что это мой родственник, да? Вот, и, как вам сказать, очень сильно жути нагоняет кое-какие люди. Но это тот разряд, кстати, это разряд тех людей, которые сидят на чат-рулетках с паном Василевым, которые сидят на чат-рулетках с Куатом Ахметовым, там общаются. Это те самые, которые сидят и там, ну вы поняли, да, кое за кого топят. И те самые, которые не признают казахский язык и вообще все казахское. И вот эти же люди, они и нагнетают жуть. Я уже молчу о том, что там какие-то копировальщики моих каналов вставляет мои фотографии, называет каналы моими никнеймами. Люди, кстати, не обращайте внимания на этих дурачков, да. И какой-то дурачок там вообще там какой-то монтаж тупой делает, там какой-то меняет там мой голос как-то, по-другому меня как-то там выставляет каким-то там идиотом. Ну, это реально смешно. Но дело в том, что самое-то главное, что моя идея в чем заключалась и заключается? В том, что казахский язык учить можно. Это реально. Мумкин, бул мумкин. Казахша
казахша улину бул мумкин. Это самое главное, все остальное это фигня. У кого-то какие-то там проблемы, там, кому-то я там не нравлюсь, это все их проблемы. Я-то чего начал? Я начал с того, что можно учить казахский язык. И его можно реально учить. В чем проблема? Но слава богу, теперь, конечно, я прояснил всю эту ситуацию. Теперь, ну, по крайней мере, из моих родственников на меня не наезжает никто. Ну, потому что люди понимают, что, да, живешь в Казахстане, учишь казахский язык, это нормально. Но все еще вот эти вот ватноголовые, которые вот эти комменты пишут, там, Куату Ахметову, там, пану Василю, которые все еще на своей какой-то волне непонятно, хотя сейчас уже все меняется, в принципе, потому что много еще меняется. И волну тоже пора поменять, но они все на своей волне. И пытается как-то дискредитировать, кстати, вот Куат Ахметов постоянно пытается дискредитировать, да, пана Василя, вот. И я говорю и буду говорить. Да, у меня сейчас меньше времени, я все равно учу казахский язык. Да, я буду учиться, у меня там сейчас свои дела, свои заботы, сейчас вот эти все термины, все, учеба, да. Но я все равно буду учить казахский язык просто, чтобы доказать ватноголовым, что можно разговаривать на казахском языке. Может быть не идеально, но можно. Это реально. И я надеюсь, что когда-то ватноголовые это поймут. Но что я еще заметил, вот даже люди, которые здесь вот на мой новый канал, Minna Music Channel, пишут комменты, где я тоже высказался про казахский язык, мое мнение про казахша, про казахский язык. Они даже не воспринимают эту идею, что можно учить казахский язык. Люди, живущие в Германии, которые, ну, по идее, могли бы свыкнуться с тем, что действительно можно разговаривать и на 2, и на 3 языках, они как-то против казахского языка, они как-то его не воспринимают. Как-то вот нет, ты что? Ну, я все равно уверен, что со временем это все пройдет. Со временем это все пройдет, и люди-то сами в Казахстане уже все равно приходят к идее учить казахский язык. Даже те, кто были против. Тем более я вот сейчас смотрю многих блогеров из казахстанских, которые тоже уже немножечко начинают по-казахски разговаривать. Немножко начинают казахский язык казахский учить. В чем проблема? В чем проблема? Надо просто понять, что это язык. Надо просто понять, что у казахов есть своя культура, свои традиции, свой язык. Надо просто это понять и воспринять. Наконец-то воспринять. И все. И все остальное приложится. Понимаете, ребята? Вот, не буду долгим. Ролики я буду пилить дальше, может быть не так часто, но буду пилить. Я просто хотел высказаться, потому что многие, может быть, думают, что я отмалчиваюсь там или боюсь там или что. Нет, я просто какое-то время был занят, другие дела. И я, кстати, общался с людьми, которыми виртуально общался из Казахстана, я общаюсь с ними, поэтому все так же продолжается. Вот, единственное, что да, как вам сказать, вот вы мне можете сказать, вот ты только будешь рассказывать, как ты учишь казахский язык. Да, я соглашусь, что скучно все время рассказывать, как я учу язык, но все равно я буду что-то привносить в видеоролики, но все равно главная тема это казахский язык. Почему? Потому что любые мои достижения в изучении казахского языка, они реальны для каждого человека. И не надо падать духом, надо просто учить. Понимаете? И все. Поэтому вот я буду рассказывать о любом моем достижении. Я буду говорить все, что я могу говорить на казахском языке. Я буду любой текст, любое предложение говорить на казахском языке, которое я могу говорить. Тем более у меня есть еще предыстория по казахскому языку, потому что я когда был маленький, жил в Казахстане, я начал учить казахский язык в школе, и неплохо начал учить казахский язык, я читал тексты, но видите, я тогда просто заучивал тексты как робот, да, я не понимал даже иногда, что я говорю, я просто заучивал тексты. Многим это нравилось, но я был как робот. Вот, ну, я там проучился сколько, 2 класса и 3 класса, да, и мы уехали в Россию. Но фишка в том, что я тогда акцептировал, я тогда признал казахский язык. И с удовольствием его начал изучать. Вот и все. Ну там другая предыстория, ребята. Вот, потом я переехал в Россию. И вот сколько лет прошло. И вот
Я-то думал, что люди в Казахстане учат казахский язык. Я-то думал, что в Казахстане люди разговаривают на казахском языке, и нету такого, чтобы кто-то его не принимал. И вот только когда я узнал об этой ситуации с Куатом Ахметовым, тогда я понял то, что не сильно кто-то воспринимал казахский язык в Казахстане. Вот только после этих случаев, только после того, как я увидел пару роликов Тильмы Айданы, как я увидел пару роликов с этими там продавщицами Наташами. Но я надеюсь, что все-таки ситуация улучшится, и люди все равно будут. Если не прям не идеально, но будут все равно учить. Тем более в этом никаких проблем. Тем более сам Куат Ахметов говорил, в чем проблема сказать Салем системе, там Рахмет, там что там еще, Нан, суд. В чем проблема, да, такие даже простые слова. Поэтому мы будем идти к этому. Мы будем идти к тому, чтобы люди начинали воспринимать казахский язык. Вот и все. Как-то так, ребята. Давайте. Всего покедова. Сау болыңыздар.